Включите микрофон. Здравствуйте, Александр Степанович. Александр Кабанов. Так как вы нас лично, меня пригласили на эту встречу, без вопросов как-то было бы неправильно. Вопросы у меня, несколько вопросов, они больше вам там на разогревку, скажем так. Значит, председатель, вот ваша должность, председатель горисполкома, либо председатель облсполкома, на ваш взгляд, это политик или чиновник? Это чиновник. Во-первых, подождите, сразу отвечаю, Александр, и вам. Я никогда в официальных документах не называю себя мэром. Никогда. Я всегда говорю, что я председатель городского исполнительного комитета. Некоторые журналисты для сокращения пишут мэр, да? Но вам это нравится? Я не скажу, что это так противно. Нормально. Но... То есть этим вы хотите сказать, что вы не против, если бы у нас было местное самоуправление и все-таки председателей, там, мэров, губернаторов все-таки выбирали люди, а не назначали сверху? Или у вас другая точка зрения? Если будет соответствующее законодательство, я бы вот на данный момент даже принял бы участие в выборах. Мы к выборам еще придем. Дальше. Значит, просто такая ремарка. Дело в том, что политик – это человек, который занимается управлением государства, города. Поэтому я считаю, что ваша должность все-таки больше политическая, чем чиновничья. Это мое мнение. Значит, ваше отношение к тому, что, вот к выборам, что на сегодняшний момент в данной кампании не участвует ни один кандидат, который был выдвинут от противников строительства аккумуляторного завода, и практически большинство людей понимают, что они все были сняты по абсолютно надуманным причинам. Как вы считаете, эти люди должны были бы все-таки участвовать и услышать на участках непосредственно, посчитать голоса и так далее? Или все-таки как-то вот есть избирательное законодательство, которое можно трактовать по-разному? Вот. Ваше мнение? Александр, я так понимаю, что вчера был решением окружной комиссии снят кандидат в депутаты по 4-му округу Мороз, да? И в этой ситуации есть определенная беспокойность, что тема этого завода будет каким-то образом замалчиваться или... Этого не будет, не переживайте. Нет, замалчиваться не будет. Тогда в чем суть вопроса? Я должен... Суть вопроса, что... Костя, ты... Все по существу. Очень много подписывалось граждан, приходили на эти пикеты, и в итоге мнение людей, города, района в том числе, грубо говоря, на мой взгляд, проигнорировано, и этих людей нету, не участвуют они в выборах. Значит, вопрос снятия с выборной кампании конкретно... Это не вам, ваше чисто отношение. Значит, вопрос мне в этой ситуации, может быть, даже было удобнее, чтобы он был как кандидат в депутаты, понимаете? Но окружная комиссия нашла соответствующие нарушения законодательства, за которые его сняли. Если честно, я даже не посвящен в большие детали, в чем эти нарушения есть. Как я понимаю, это абсолютно естественный процесс, который касается не только Мороза, а ведь часть депутатов уже были, по-моему, вы же тоже были кандидаты в депутаты, вы тоже не были... Да, вы были тоже не зарегистрированы. Это абсолютно нормальный процесс и относится к компетенции комиссии. Но в соответствии с законодательством у кандидатов в депутаты есть возможность его обжалования этого решения вплоть до судебного обжалования, что создаст для кандидата не менее благоприятный информационно-агитационный фон. Так что, Александр, все нормально. И последнее, значит, это вот то, что я сейчас смотрел видео, и начиналось оно с большой школы. Я тут сразу себе пометил. Дело в том, что я сегодня владею информацией, что часть строителей, работников, которые строили эту школу, они подают в суд, потому что с ними не рассчитались работодатели. Вот. Поэтому школа это прекрасно, отчитались, все замечательно, а люди не рассчитаны до сих пор. Просто имейте в виду, и вы можете эту информацию поднять. Значит, по этой информации, я ее впервые слышу, генеральным подрядчиком данного объекта было предприятие Брест-Облсельстрой. По расчетам за школу никаких финансовых вопросов нет. Если касается того, что в этом предприятии есть какие-то проблемы с расчетами по долгам, я благодарю вам за эту информацию. Жаборовский. Где?
Федор Викторович,